Члены общественной палаты обеспокоены складывающейся в республике ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Каждый день число заболевших COVID-19 растет. На этом фоне встает вопрос нехватки медперсонала. Нам отрадно вчера было видеть, что президент посетил госпиталь в Гудаутске, также сделал некие поручения в отношении медперсонала. Но все равно врачи говорят, что не хватает рук, а врачи тоже заболевают. Врачи удивительно, знаете как, они тоже уходят на карантин. Вот они продежурили и уходят на карантин. А их заменить порой неким. Нет санитаров. Вот эти вот вещи, конечно же, надо было нам, наверное, всем предусмотреть, потому что у нас все-таки есть медучилище, есть люди, которые стремятся стать врачами будущими. Да, вот 5-й курс медучилища можно было бы как волонтерами послать, у них бы и опыт был бы, это во всем мире делается. По словам заместителя министра здравоохранения Тенгиза Вардани, на сегодняшний день все пациенты, находящиеся в Гудаутской ЦРБ, получают необходимый уход и обеспечены медикаментами. Гудаутский ковид-госпиталь в полной мере обладает всеми медикаментами, которые сегодня могут даже понадобиться. Не то, что уже нужны, а могут даже понадобиться. Это у нас есть в этом центре в полной мере. И потом питание. Прекрасное питание. Кормятся они очень хорошо. Это, конечно, надо сказать и волонтерам огромное спасибо, нашим коммерсантам, бизнесменам. Есть люди, которые загружают за свои деньги целую «Газель» и отправляют в госпиталь. В обществе все еще несерьезно относятся к пандемии коронавируса, а предписания СЭС многими не соблюдаются. С сожалением отмечалось на встрече. Вот почему члены комиссии по здравоохранению, созданной при общественной палате, говорят о необходимости введения определенных ограничений. У нас отсутствует сегодня в государстве контроль за соблюдением тех рекомендаций, которые существуют. Просто объявляем, штаб собирается. Штаб ежедневно обращается к народу. Соблюдайте рекомендации. Но кто контролирует его соблюдение? Рынок, посмотрите, там, если провести сейчас сплошную, полностью, элементарную, значит, лабораторное исследование, я думаю, что там больных будет очень много. Потому что мы подошли к черте, я последнюю неделю взял, каждый четвертый из всех, которые исследованы, каждый четвертый больной. А если вчерашний день, каждый третий. Руководителями государства предпринимается ряд мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом на заседании Общественной палаты сообщил заместитель руководителя администрации главы государства Джансух Нанба. Специальными распоряжениями президента были даны соответствующие поручения правительству, в рамках которых правительству было поручено определить наиболее приоритетные направления деятельности, в том числе и бюджетного финансирования. Как вы понимаете, в первом списке этих вопросов у нас стоят мероприятия, связанные с расходами бюджетных средств именно на борьбу с распространением вирусной инфекции. Джансух Нанба также ознакомил членов Общественной палаты со списком ограничительных мер, которые планируется ввести в Абхазии в ближайшее время. Участники встречи отметили, что нужно как можно чаще информировать граждан о необходимости соблюдения мер предосторожности, чтобы уменьшить риски распространения коронавирусной инфекции. Шазина Ханагова, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.